Сейчас я помню вот этот, который сделал скульптуру Чингисхана, да? Намдаков. Намдаков, Даша Намдаков. Вот. И вот по этому поводу наши художники тоже как-то спорили. Там, ну, естественно, это уже профессиональные насчет этой скульптуры, как, в каком стиле она сделана. Там, в общем, такое все. Вот у нас такие Им понравилось? дискуссии были. Нет, конечно, понравилось. Сказали, что очень огромная, монументальная такая, да, скульптура. Вообще, что это, естественно, это какой труд сделал такую скульптуру. В общем, нет, по-моему, с хорошей стороны обсуждали. Я-то сильно не разбираюсь в этих делах. А вот бурятских художников я мало знаю. Но у нас художников много. Это просто видишь, много художников из народа. Они потом как бы выходят. Ну и тоже союз художников есть. Есть? Да, есть, которые просто они работают отдельно, кто там дома особо ни с кем не общается. Ну, такие отдельные выставки постоянно у нас проходят в этом. Есть художественный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Вот. И там его внук тоже как бы работает, видать. И он мне постоянно рассылки посылает. Мы с ним как в дружбе. И как что новое, там это, они сразу мне приглашение кидают. И сколько стоит билет в музей, допустим? Дешево, дешево. Рублей, ну рублей как сомов 50-30, так вполне приемлемые цены. Да. И там постоянно, вот знаешь, такие проходят выставки декоративно-прикладного искусства, и там делают всегда какие-то мастер-классы специальные, которые посвящены там детям, даже то же самое вот эти вот из бумажек, как их? Оригами. Оригами, вот это все, какие-то техники, вот это вот все, ну, на детей направлено. У вас народные промыслы развиты, да? Да, народный промысел действительно развит. Народные промыслы, потом, естественно, там какие-нибудь маститые художники, они обязательно делают свои выставки, там, когда именно приглашают иностранных гостей, естественно, это все покупают они. И связь хорошо налажена у нас. Вот раньше у меня завкафедрой был известный художник Юрий Станбек Шигаев. Он потом стал директором этого музея сейчас. И вот он в Китае, они в основном практикуются, художники их туда зазывают, они делают там с фотографии эти картины, и так ценятся картины корейские, вот, ну, чисто на национальные мотивы. Естественно, это все хорошо оплачивается, не как у нас. Поэтому они все как бы сообщаются вот с этим Китаем. Все вот так. Популярно.